Самое важное и интересное за эту неделю. 10 лет особого режима. Приговор суда за убийство товарища сковородой. Телефонные мошенники. Ухтинка потеряла сбережения, поверив преступнику. Информация в доступе. Прокуратура о ГИС ЖКХ. Новое послабление режима. В Коми разрешили работу торговых центров. И запоздалая пора экзамена. В Ухте прошли первые ЕГЭ. Смотрите прямо сейчас. Прокуратура Ухты напоминает жителям города о работе сайта Государственной информационной системы ЖКХ, сокращенно ГИС ЖКХ. Согласно закону, на информационном портале собраны все сведения о вашем доме и управлении им. На сайте можно познакомиться с актами выполненных работ, а при доступе в личный кабинет с данными сайта госуслуг подать показания приборов учета, узнать наличие или отсутствие подобных приборов на общедомовые нужды, а также получить квитанции на оплату. При этом управляющие компании обязаны предоставлять на ГИС ЖКХ все сведения, иначе их ждет прокурорское предписание. Подобные случаи уже были. Было принято решение прокуратуры города Ухты о том, что необходимо провести тщательную проверку в отношении управляющих компаний, таких как Ухта-Жилфонд, Идеал, Домоуправ, Стабильность, Управдом, ИП Лесничук и Ухтинская управляющая компания. По итогам проверки были выявлены нарушения, соответственно, данные компании контролирующими органами за период 2019 и 2018 года не проверялись, и типичными нарушениями были неразмещение квитанций для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Также на сайте ГИС ЖКХ можно подать и обращение в вашу управляющую компанию, и она обязана будет ответить. В зависимости от запроса ответ гражданин получает от 3 до 30 дней. Если сроки нарушены или ответного письма так и не было, Государственная жилищная инспекция может привлечь управляющую компанию к административной ответственности за неисполнение обязательств. Штраф для должностных лиц за подобное нарушение до 100 тысяч рублей. Ухтинский суд вынес приговор жителю Яриги, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Преступление было совершено в конце февраля текущего года. Мужчина во время бытовой ссоры напал на хозяина квартиры, в которой проживал. По данным прокуратуры города, он нанес своей жертве не менее 59 ударов руками, ногами, а также использовал в качестве оружия сковороду и крышку от нее. Уголовное дело расследовалось Следственным комитетом. Согласно материалам, причиной ссоры стали бутылка водки и несколько банок пива. Он купил спиртные напитки, оставил их дома, так как они жили в одной квартире, в холодильнике. Впоследствии пришел вечером после работы, чтобы их употребить. Однако потерпевший данные спиртные напитки распил с другими лицами, из-за чего началась ссора. После нанесения травм подсудимый уложил потерпевшего спать, однако тот скончался от полученных травм. Злоумышленник скрылся в Сыктывкаре, где несколько дней проживал на чердаке жилого дома, где и был найден оперативниками, впоследствии задержан. Он оказался ранее судим, освободился за пару месяцев до совершения этого преступления, ранее отбывал 16-летний срок за убийство, сопряженное с разбоем. Суд вынес ему новый приговор – 10 лет лишения свободы в колонии особого режима, плюс 1,5 года ограничения свободы после освобождения из колонии в виде запрета покидать место проживания в ночное время и свободно перемещаться по территории страны. 1 июля временно исполняющий главы Коми объявил об открытии торговых центров в полном объеме, независимо от размеров торговых площадей. Напомним, закрывать торговые точки начали более 3 месяцев назад, в конце марта. Также в подписанном Владимиром Уйбой указе разрешена работа в полном объеме органов местного самоуправления, центров предоставления госуслуг и социальной защиты. Также ранее, 29 июня, была разрешена работа кафе, баров, ресторанов. 6 июля планируется
планируется начало летней детской оздоровительной кампании. Под послабление режима повышенной готовности пока не попали спортивные залы и фитнес-центры, чем очень раздосадованы как владельцы такого бизнеса, так и их клиенты. Следующий пакет послаблений ожидается не ранее 14 июля. Меж тем, 26 июня информационное агентство РИА Новости объявило о том, что специалисты-вирусологи ожидают вторую волну коронавируса в стране. По разным данным, она может начаться через 2 недели или в сентябре. Очередной житель Ухты попался на удочку телефонных мошенников. На этот раз потерпевшей стала женщина 52-го года рождения. На ее телефон поступил звонок. Мужчина, представившийся сотрудником банка, сообщил, что карта ухтинки заблокирована из-за попытки обналичить средства. Для того, чтобы сохранить деньги, ей нужно снять сбережения в банке и перевести на надежный счет. Поверив звонившему на слово, женщина сделала 2 крупных перевода наличности на чужой счет. Оставшиеся на карте 26 тысяч рублей она перевела мошеннику онлайн-переводом. Позже мужчина еще раз связался со своей жертвой и уверил, что средства теперь в безопасности, а вернуть их можно, написав в банке заявление о переводе денег на новую карту. Уже в финансовом учреждении она осознала, что стала жертвой мошенников. Ухтинка потеряла более 1,5 миллиона рублей. МВД напоминает, сотрудники финансовых организаций не звонят подобным образом. Перепроверить информацию можно только в отделении банка или по его официальному номеру телефона. 3 июля стартовала экзаменационная проверка на знания выпускников. Традиционно на первый ЕГЭ школьники шли сразу после праздника последнего звонка, а к концу июня после всех экзаменов получали аттестаты. В этот раз корректировки внес коронавирус. Сезон ЕГЭ перенесли на июль. Начался он с 3 предметов – информатика, литература и география. Для сдачи подготовили 3 пункта – школы номер 16 и 19, а также лицей номер 1, который впервые проводит у себя ЕГЭ. На входе жестко соблюдают требования Роспотребнадзора – санитайзеры, термометрия. Если у выпускника повышенная температура тела, его отводят в отдельный кабинет, где будут приниматься дальнейшие меры. Медработник будет определять, может ребенок продолжать сдавать экзамен или по состоянию здоровья он сегодня не может быть участником экзамена, и тогда у него будут резервные сроки. Резервные сроки у нас в конце июля 24 и 25 числа. По решению Государственной экзаменационной комиссии будет приниматься решение о допуске к сдаче экзамена в резервные сроки. И это не все особенности ЕГЭ этого года. Школьникам, не планирующим поступление в вузы, разрешили вообще экзамены не сдавать. Аттестаты они уже получили. Да и в целом для первого дня экзаменов тут непривычно тихо. Если обычно школьники толпятся стайками перед входом в аудитории, в этом году их запускают по времени. Для каждого учебного заведения свое. Перед проверкой паспортов и первичным инструктажом ребят предупреждают о сохранении социальной дистанции. В 1,5 метрах друг от друга они рассаживаются и в классах. Педагоги отмечают, выпускникам этого года эмоционально сложно попасть в такую нестандартную ситуацию. Они уже 3 месяца не бывали в школьных стенах и вернулись за парты только сегодня. Сами же школьники, кажется, не волнуются, выглядят сосредоточенными. Впереди несколько часов усердного мозгового штурма над заданиями и еще как минимум 2 экзамена. Подготовка проходила также усердно. Мы старались и занимались дистанционно. Чувствую и волнение, и готовность. Готовилась целый год, непрерывно. Поэтому уверена в своих силах. Надеюсь, что хорошо напишу. К слову, последнюю дистанционную консультацию ребята получили непосредственно перед экзаменом индивидуально. Им напомнили условия заполнения бланков. В понедельник, 6 июля, часть выпускников этого года, а также прошлых лет и ученики средних учебных заведений отправятся сдавать следующий экзамен по русскому языку. К слову, в этом году самый массовый ЕГЭ по великому и могучему будут проводить в 2 дня. Делается это для того, чтобы не нарушать коронавирусные требования и не собирать большое количество людей в одном месте.